Добро пожаловать на гастрономический конкурс «Папа может все». Дом построить легко, починить что-то запросто, а вот вкусно накормить – это задача папам по плечу? Этот конкурс проходит вот уже 8-й раз в рамках чемпионата гостеприимства. У вас здесь все такое аппетитное, я не смогла пройти мимо. Расскажите, что у вас здесь самое вкусное? У нас все сладости очень вкусные, потому что они эксклюзивные, и попробуйте, узнайте, что это действительно очень вкусно. Очень вкусно. А что это? Это бурфи, это восточные сладости с апельсиновым вкусом. Папы готовят, а все остальные домочадцы поддерживают. Ведь, как известно, готовить вместе в разы вкуснее. Маш, я знаю, что у вас очень активная семья. Вы участвуете в каких-то конкурсах, мероприятиях. Расскажи поподробнее про то, где ты участвуешь. Ну да, я хожу в «Дари добро». Там у нас проходят кружки разные, рисование, спортивные кружки. В конкурсе «Папа может все» участие принимает каждый желающий. Все потому, что формат открытый. Такое кулинарное соревнование ежегодно проводит Совет матерей «Материнское сердце». В этот раз состязание проходит по-новому. Каждый повар-любитель готовит блюдо на свой выбор. Айгуль, ты участвуешь в роли жюри. Расскажи, что входит в твои обязанности, кроме того, как кушать? В этом конкурсе очень тяжело определять самых лучших, потому что все по-своему, они классные, у каждого своя изюминка. Там не только еда, там показываются художественные номера, которые семьи подготавливают, визитки показываются, про их семью рассказывают. И каждый уникален по-своему, и это очень круто. 5 семей разделили победные места. По классике 3-е, 2-е, 1-е и 2 специальные номинации за творческий подход и стремление к победе. Поздравляем семью Кургановых, семью Чурагуловых, семью Абдулиных, семью Камалединовых и особенно семью Зайниддиновых. Ну а узнать все детали и увидеть полную версию конкурса вы сможете совсем скоро в эфире главного телеканала Республики. Вот так душевно, уютно в кругу семьи мы провели время. В очередной раз убедились, что наши папы могут абсолютно все. Назгуль Сафединова, Влад Минязев, специально для «Горы новостей».